Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске полицейские пресекли продажу наркотика «Скорость». Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД возле подъезда одного из жилых домов обнаружили оборудованный тайник, в котором обнаружили полимерный пакетик с кристаллообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «Скорость» весом свыше 1 грамма. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники наркоконтроля в момент оборудования очередного тайника задержали мужчину и женщину. Установлено, что 27-летняя менеджер одного из банков через интернет вступила в сговор с неизвестным и согласилась на его предложение заняться распространением наркотиков на территории Якутска путем оборудования тайников. Вскоре она привлекла своего 28-летнего сожителя, организатора рэп-концертов. Выяснилось, что они и сами употребляли наркотики. При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято еще свыше 25 грамм скорости. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». На данном этапе предварительного следствия подозреваемые признали, что за месяц оборудовали около 100 тайников с наркотиками и смогли извлечь преступный доход на сумму не менее 400 тысяч рублей. В отношении женщины, с учетом того, что она является матерью 2 малолетних детей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина водворен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается. В Якутске раскрыли кражу обручального кольца. О преступлении заявил местный житель. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина. Выяснилось, что ночью потерпевшему и подозреваемому довелось отдыхать в одном и том же баре. Потерпевший перебрал и уснул за столом. Этим и воспользовался злоумышленник. Он заметил золотое кольцо на безымянном пальце у соседа за столиком, снял его и скрылся с места происшествия. Дорогостоящее украшение он сдал в ломбард. В его отношении возбудили уголовное дело. В Верхневилюйском районе установлены подозреваемые в причинении тяжкого вреда здоровью. О происшествии сообщили из больницы, в которую обратился мужчина с травмой головы, ушибами и синяками. Подозреваемыми оказались ранее судимые безработные 35 и 36-летние местные жители. В день происшествия 35-летний подозреваемый выпивал в компании приятелей. Во время застолья между ним и его знакомыми произошел конфликт, переросший в потасовку. Обидевшись, злоумышленник ушел, но решил отомстить. Он рассказал о случившемся своему приятелю и заручился его поддержкой. Выпив еще, подозреваемые с другом ночью вернулись в дом, где несколько часов назад отдыхали со знакомыми. Выломав запертую дверь, мужчины проникли внутрь, разбудили спавших людей и стали предъявлять свои претензии. Во время возникшей потасовки подозреваемые и избили потерпевшего. В их отношении возбудили несколько уголовных дел. Их обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В Алданском районе местную жительницу осудили за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Женщина поставила на учет по месту пребывания в своем доме 4 иностранных граждан. Фактически они проживали по другому адресу. Суд назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Водителю грузовика, в котором британская полиция в октябре нашла мертвых мигрантов, предъявили часть обвинений в суде. Он признал вину по 2 пунктам из 43 предъявленных. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Водитель грузовика, в котором месяц назад были найдены тела 39 человек, признал вину по 2 пунктам – в пособничестве незаконной иммиграции и владении собственностью, приобретенной преступным путем. Моррису Робинсону предъявили обвинение по видеосвязи. Сам он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне. В общей сложности мужчину обвиняют по 43 эпизодам, включая убийство всех пассажиров. Ранее Робинсон заявил в суде, что уже 1,5 года занимался перевозкой нелегальных мигрантов в Британию. Фуру с телами полиция графства Эссекс обнаружила 23 октября. Погибшие лежали в прицепе-рефрижераторе, температура в котором могла достигать минус 25 градусов Цельсия. Старшему из них было 44 года, 2 по 15 лет. По данным следствия, все они были гражданами Вьетнама. Помимо Робинсона, под следствием находится 23-летний Кристофер Кеннеди. Его обвиняют в организации нелегальной миграции людей с целью эксплуатации. Следующее слушание с участием Робинсона назначено на 13 декабря. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.